Сейчас в России есть звук. А сейчас есть? Рамзан, звук проверь наш. звук Сейчас есть? Ханзи. Слышно? Сейчас настраиваем, скажи. Есть звук? Сэр. Слышно? Уже, да. Еще раз начинаем. Извините. Ассаламу алейкум, дядя Колчин. У нас сегодня и небольшие технические неполадки с интернетом, также получается и со звуком. Приносятся извинения, и я думаю, сейчас уже можно начать, хоть и мы немного опоздали. Хотел бы в начале рассказать про федеральный закон, практику применения антимонопольного органа по контролю в сфере закупок. Это у нас федеральный закон 44 о контрактной системе. Так как у нас больше всего в этом квартале нарушений по данному закону, начну с 44-го закона о контрактной системе. За 4-й квартал 2021 года управлением рассмотрено 14 жалоб, из них обоснованными или частично обоснованными принято 11 и 3, соответственно, приняты необоснованными. Нарушения выявлено в 9 закупках, и расскажу, какие нарушения в основном сейчас, какие нарушения допускаются заказчиками. И думаю, для заказчика будет интересно, так как у нас также отмечу, что с 01.01.2022 года очень много изменений в 44-й закон, практически сам закон полностью меняется в части там допуска заявок, документация, уже документация не будет, будет только извещение, техническая часть будет составляться из КТРУ, и хотел бы вот рассказать, именно у нас нарушение допускается в основном по КТРУ, и также по статье 14 по нацрежиму, это применение нормативно-правовых актов, принятых правительством, и иных документов, которые устанавливают ограничения или запреты в этой области. Про КТРУ принято постановление 145, наверное, все заказчики знакомы с этим постановлением, где заказчика данное постановление обязывает применять КТРУ, это каталог работ и услуг, который у нас имеется в ЕИСе. Данным КТРУ утверждены параметры и характеристики товаров, поставляемого заказчиками, и, соответственно, необходимо сформировать техническое задание в соответствии с КТРУ. И у нас получается, что заказчики в основном готовят техническое задание и нарушают 145-е постановление в части того, что они не применяют КТРУ и указывают превышающие характеристики без обоснования в технической части аукционной документации. Что указывается в постановлении 145? В случае, если заказчик размещает аукцион, то если данный предмет закупки подпадает под КТРУ и в ЕИСе уже вот эти характеристики есть, они обязательны, то заказчик должен в обязательном порядке пользоваться каталогом работ и услуг при формировании технического задания. Но есть момент, где 145-е постановление дает возможность указания дополнительных характеристик в технической части задания, но заказчик в обязательном порядке должен обосновать, почему у него характеристики больше, чем в КТРУ. Если заказчик документации не обосновал, то антимонопольный орган признает такие закупки как нарушение 145-го постановления, и мы вносим изменения и указываем то, что не было обоснования, соответственно, нарушено и 145-е постановление, и указание излишних характеристик товара, поставляемых товаров. Есть постановление правительства Российской Федерации 616. Также сейчас
Это, как я ранее говорил, статья 14, нацрежим. 616 запрещает допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для цели осуществления товаров, происходящих из иностранных государств, работ, выполняемых иностранными лицами для цели осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. Что указывается в данном постановлении? Есть перечень, который утвержден данным постановлением. Соответственно, в случае, если заказчик формирует техническую часть задания и предмет закупки подпадает в перечень запретов, то в этом случае заказчик обязательно должен установить 616 постановление и установить запрет иностранной продукции, выполняемых работ или оказанных услуг. Вот у нас есть такие нарушения, когда заказчик не отклоняет заявки иностранного производства или не устанавливает такие запреты. Также уточню, что с 1.01 хотел бы заметить для заказчика, что с 1 сентября 2021 года внесены изменения в 616 постановления, и вся компьютерная техника включена в перечень 616, и сейчас у нас получается при закупке компьютерной техники заказчики могут покупать только технику российского производства. Также у нас постановление правительства 878 о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации, при осуществлении закупок, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации. Вот чем отличает 878 от 616? 878 это только ограничения. Наверное, как вы все знаете, там, например, есть такие требования, ограничения, когда заказчик может допустить иностранные заявки, если там нет двух заявок, которые указываются продукция российского производства. В случае, если есть две заявки, то все заявки отклоняются и допускается только российское производство. Тут у нас ограничения. Если есть, например, заявки иностранного производства, но нету иных заявок российского производства, то допускается, и возможно, что победитель станет участник, который предложил товар иностранного производства. Также у нас какие нарушения? Очень много нарушений установления по 34 статье нарушение содержания условий контракта. Там не устанавливается или не устанавливается у нас ответственность, или неправильно указывается обеспечение заявки, или по 34 статье тут у нас очень много нарушений, и хотел бы отметить, что каждое нарушение это штраф. Например, нарушение КТРУ, мы это как признаем извещение, также документацию. И тут может быть штраф от 15 тысяч за нарушение извещения. Соответственно, все эти штрафы накладываются на контрактного управляющего. Скажу, сколько у нас административок по 44-му. У нас получается больше всего по 4.2, 7.30 и 1.4, 7.30. Это нарушение 33 статьи описания объекта закупки. Также 4.2, 7.30 это нарушение содержания документации. У нас 102 постановления вынесено на сумму 4 миллиона 770 тысяч. Из них оплачено только 1 524 000. И хотел бы также для заказчиков заметить такой момент, что в случае несвоевременной оплаты штрафов, тут у нас получается, мы ведем работу с судебными приставами и направляем на удвоение. Если у вас, например, штраф 3000 за утверждение документации, в случае удвоения там 9000 плюс, если мы направим судебным приставам, там тоже процент от взыскания
накладывают сами себе на приступ. Поэтому такая просьба, чтобы штрафы заказчики оплачивали без просрочки, чтобы не было последствий дальнейших. Перейдем к 135 закону о защите конкуренции. Тоже у нас очень интересная практика в этом квартале. И могу сказать, относясь тоже к госзаказу, нами рассматривал жалобу в отношении республиканской станции переливания крови, и там комиссией были выявлены признаки нарушения статьи 17, и материал дела переданы специалисту по рассмотрению вопросов по признакам нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения статьи 17 ограничения конкуренции при проведении торгов. Рассмотрев данное дело, Ингушский МУФАС России признано нарушение в отношении станции переливания крови в части того, что неправильно был сформирован лот и объединены, получается, два предмета закупки, которые запрещаются согласно постановлению 620. Заказчик закупал оборудование с расходником. Такие комиссии Ингушского МУФАС России такие действия признаны как ограничивающие конкуренцию и количество участников, соответственно, признано нарушение статьи 17, и материал дела передано должностному лицу Ингушского МУФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к должностной административной ответственности. Тоже хотел бы отметить, что очень интересный момент тут. Штраф за нарушение у нас там по 14,9, и если такой штраф накладывается на должностное лицо, на главврача, соответственно, который утверждал документацию, или там на зам главврача, который там ответственный за утверждение, у нас получается второй штраф, это мы направляем в суд на дисквалификацию от 6 месяцев до 2 лет. Также у нас мы рассматривали 18 статей в отношении республиканского онкологического диспансера, когда техническое задание составлялось с нарушением в части под одного производителя. У нас поступила жалоба, и жалобщик расписал, принес нам анализ полностью составленный по производителям, и когда мы изучили производителя и действительно проверили по этому анализу, как составлялось здание, получилось, что онкологический диспансер составлял от одного производителя, и других доказательств со стороны онкологического диспансера не было, что иные производители могут принять участие. Соответственно, мы приняли решение о нарушении действий данного учреждения, и также материалы переданы должностному лицу Ингушского МУФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. И у нас такое тоже интересное дело по недобросовестной конкуренции. Промониторив сайты объявления, нами было установлено, что один предприниматель у нас в республике пишет, что является организацией номер 1 Республики Ингушетия по поставке бытовой техники. И данное лицо писало, в рекламе указывало, что находится на рынке более 10 лет, и, соответственно, номер 1. Согласно пункта 1 статьи 14.3 защита конкуренции, недобросовестной конкуренции, тут указание, что самый лучший номер 1 запрещается законом, так как обязательно должен быть анализ или должен какое-то экспертное заключение, которое действительно утверждает, что в России номер 1, и данного заключения нам не было представлено. И когда мы проверили также игру, данный предприниматель находился создан только 2 года назад. Соответственно, он не мог находиться на рынке более 10 лет. Соответственно, мы признали действия как недобросовестную конкуренцию, возбудили дело, и в отношении данного лица вынесен штраф и выдано предписание о устранении нарушения, и в настоящий момент предписание исполнено. Данные с доски объявления, которые находятся в сети интернет,
Сейчас данная реклама устранена и удалена. Также у нас по статье 17 возбуждено дело в отношении Министерства строительства, где Министерство строительства заключало соглашение, дополнительное соглашение по срокам, где закон говорит о том, что должны быть обоснования для продления сроков, но Минстрой нам не представил такие доказательства, соответственно, мы признали нарушение в действиях Министерства строительства и жилищно-коммунальных хозяйств Республики Ингушетия. Также материал дела передан должностному лицу Ингушского ФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. И также расскажу про интересные дела по административному кодексу. У нас по 9.21 вынесено штраф в отношении МСУ. У нас по 9.21 вынесено штраф в отношении МРСК, где к нам поступило заявление от РТПЦ, где РТПЦ указывал, что у нас МРСК в течение года у них отключение составляло более 72 часов. Есть постановление правительства 861, где указывает, что снабжающая организация не может отключать потребителя более 72 часов в год, если на то не требуется более длительного времени. Когда мы рассматривали дело, нам МРСК не смогли представить, что им понадобилось более длительного времени. Соответственно, антимонопольный орган признал, что если они отключали данного потребителя более 72 часов, они нарушили постановление 861 и наложили штраф. Мы признали действие в нарушении 9.21 по АП РФ и наложили штраф 1 миллион рублей. Также у нас мы в суде данное дело стояли, и суд признал, что наше постановление является законным. И мы дошли до апелляционной инстанции, и апелляция указала, что постановление Ингушского ФАС России не противоречит действующему законодательству. Соответственно, оставил штраф в силе. Также нами проведены анализы рынков, и мы установили на территории Республики Ингушетия доминирующее положение на рынке производства бетонных изделий. Это у нас завод по производству сбора монолитного бетона в этом квартале. И анализ также проведен на рынке отходов класса Б. Тут мы установили, что у нас две компании, две организации, которые доминируют на рынке, это ООО «РЭК» и ООО «Интека». Федеральный закон о рекламе, у нас возбуждены дела. Также поступают СМС-ки, но в отношении операторов связи, а также и других организаций, которые оказывают услуги по предоставлению услуг связи. К нам поступает заявление. К сожалению, от жителей Ингушетии мы не получаем. Это все заявления к нам поступают с ФАСа России, или это Москва, или там Санкт-Петербург и другие города России, где мы признаем нарушения со стороны операторов связи и иных организаций, где всегда, в основном, можно сказать, там 90% оператор связи направляет смс-ки с рекламным содержанием без согласия абонента. Такие действия мы признаем нарушение федерального закона о рекламе и также привлекаем данные юрлица и должностные лица к административной ответственности. И также у нас были дела в этом квартале касательно оказания медицинских услуг на территории Республики Ингушетия.
Конечно, мы очень много выдавали, можно сказать, предписания медицинским клиникам. Как вы знаете, у нас каждый день открываются новые медицинские клиники, и, наверное, как бы они юридически не подкованы, поэтому все эти рекламные баннеры без содержания предупреждения о том, что в случае, если они будут обращаться по этим услугам, которые указаны в баннерах, им необходимо проконсультироваться у врача или у специалиста. И получается, мы выдаем предписание или у специалиста. И получается, мы выдаем предписание, и, конечно, все данные организации идут навстречу и дополняют свои баннеры с данным содержанием, что необходимо перед обращением к врачу проконсультироваться у специалиста. Также за четвертый квартал это у нас все жалобы по торгам по земельному участку, по банкротству. Нам поступило 3 жалобы, и в 2 процедурах выявили нарушения. Основными нарушениями явились содержание извещения о проведении торгов, а также несвоевременное размещение протокола о проведении торгов. Также хотел бы обратить внимание, что при размещении земельных участков или по банкротству у нас организатор торгов всегда забывает или нарушает сроки размещения протокола. Антимонопольный орган такие действия признает как нарушение интересов участников. Соответственно, мы выдаем предписание о размещении протокола в случае, если заказчик не разместил протокол. И также передаем материал дела должностным лицам о привлечении виновных к должностной административной ответственности. Там очень большие штрафы, и также хотел бы обратить внимание, чтобы наши организаторы торгов вовремя размещали протоколы и документы, которые необходимы в соответствии с законодательством. Если Мадина, если вопросы есть, мы ответим на вопросы через смс-ки. Смотрите, для заказчиков, даже если здесь у нас заказчиков нету, но контрактного управляющего если нету, хотел бы попросить присутствующих, чтобы они передали своим контрактным управляющим, чтобы они обратили большое внимание с 01.01.2022 года, как я вначале сказал, вносится, можно сказать, что кардинально меняется закон 44 о контрактной системе, и там большие изменения, больше не будет запроса предложения, остается только запрос котировок, аукцион и конкурс. Соответственно, больше не будет у нас документации, где полностью все это надо расписывать, останется только извещение, и все вот эти характеристики тех здания, это просто уйдет как приложение к извещению. У нас, если есть заказчики, они, наверное, знают такие статьи, как 64 статья, это документация, больше не будет, 66 статья. Но, как я сказал, закон очень кардинально меняется, соответственно, необходимо обратить внимание на это, и чтобы у нас с 01.01.2022 года не было нарушения. Также мы далее постараемся на той неделе провести семинар касательно данных изменений, и чтобы не было нарушений, как я сказал, необходимо заказчикам очень внимательно изучить закон 44 и обратить на это внимание. Есть у нас смс. Комментарий. Где они? Если у вас вопросы есть, мы ответим. Можете в комментариях написать.
Тогда на этом все. Я Ильяс Холл.